Чермена играли великолепно Болот Хапсаев и Александр Царукаев, каждый по-своему. Потом грузины на своей студии сняли кинофильм «Чермен», где главную роль играл мой друг Бибо Ватаев. Это был первый остинский фильм, на который ломились москвичи. И я с гордостью говорил своим актерам цыганского театра: но это же осетины, а главную роль играет ученик Юрия Любимого, Бибо Ватаев. Вы еще услышите это имя, вспоминал режиссер и актер театра «Ромен» Олег Хабалов. А вы слышали об этом талантливом и замечательном человеке? Сегодня мы находимся на улице, названной в честь народного артиста России, народного артиста Северной Осетии, гениального режиссера и актера Ватаева Бимбулата Заурбековича. Родился он в 1939 году в селе Новый Батако Северо-Остинской АССР. Был актером Северо-Остинского музыкально-драматического театра, актером киностудии «Таджикфильм», режиссером телевизионных фильмов. Он прожил короткую, но яркую жизнь. Талантливый актер сыграл 50 театральных ролей и снялся в 30 фильмах. С 1994 по 1998 год Ватаев возглавил Министерство культуры Северной Осетии. При его активном участии была разработана целевая программа развития и сохранения культуры и искусства в Российской Федерации. В начале 70-х годов прошлого века он сыграл самую заметную в своей творческой биографии роль Рустама в фильмах «Рустам и Сухраб» и «Сказание о Рустаме». За эти работы Ватаев был удостоен Государственной премии Таджикистана имени Рудаки 1973 года и огромного признания зрителя. В этот же период Бимбулату выпала уникальная возможность создать героический образ в кавказском кинематографе. На студии «Грузия фильм» режиссер Николай Санишвили снял кинокартину по пьесе остинского режиссера Григория Плиева «Чермен», в котором Бибо Ватаев сыграл главную роль. Ты думаешь, народ будет терпеть? С голоду погибать? У нас отобрали всю землю. Ни клочка беднякам не оставили. Где же справедливость? Нет, мы возьмем свое. Все равно перепашем. Сердце яркого народного актера театра и кино, подвижника остинской культуры, остановилось 14 лет назад, в 2000 году. Он, всеми любимый Бибо, был похоронен во Владикавказе на Аллее Славы. За свои 60 с небольшим лет он успел невероятно много сделать для отечественного искусства. Великий актер ушел, но то, что он творил на сцене, останется с нами навечно, в наших сердцах.